Всем привет! Вот мы сейчас находимся в центре в Чикаго, в даунтауне. Сегодня на этом видео будет тур по моей компании. Оказывается, многим интересно, где я работаю, в какой компании работаю, как выглядит наш офис или вообще как выглядит IT-компания. Я работаю в Relativity. Relativity находится в Чикаго, в Лупе, в центре в Чикаго. Это софтвер-компания, IT-компания. Я там работаю уже почти 3 года. Работаю я DevOps, Senior DevOps инженером. И сегодня вы со мной посмотрите, где я сижу, где программисты сидят, как выглядит офис, IT-офис в Чикаго. Вот. Наша компания находится на пересечении улиц Джексон и Кларк и Лассал. Вот наше историческое здание. Вот здесь я работаю. Так как сейчас пандемия, вот наша компания Relativity. Так как сейчас пандемия, все работают удаленно. Сегодня я пришла в офис, чтобы забрать кое-какие документы. И заодно решила сделать тур. Вот фламинго красная. Пикассо. Это стоит здесь. Можно сказать, площадь Чикаго. Вот так вот выглядит Чикаго, центр Чикаго в пандемии. Мало народу, мало машин, бизнес все почти закрыты. Вот. Здесь раньше было много людей. Закрыто. Зайдем отсюда. Почему-то сегодня закрыто. Посмотрим. Может, из-за праздника? Это. Relativity. Вот. Relativity. Идем на 8-й этаж. Вот так мы заходим. Вот такие вот карточки у нас. Сделали такие места, чтобы держать social дистанцию. Поднимаемся. Наша компания занимает от 5 по 10 этаж. И на 8 этаже мне нужно кое-что забрать у HR. Поэтому мы поднимаемся сюда. Мое рабочее место. То, что мне нравится здесь, у всех так, то, что рабочий стол поднимается. Вуаля. Можно стоя работать. И можно сидя работать. Отпускается. Видите? Прикольно, да? Я в основном стоя работаю. Поэтому у всех уровень столов разная. Допустим, у него приподнято. Она сидит. Тоже сидит. У меня тоже в основном рабочий стол стоит вот в таком виде. Вот так вот выглядит типичная IT-компания. Везде мониторы. Мониторы, мониторы, мониторы. Видите, как вы видите, здесь пусто.
Так, я вам еще 7-й этаж покажу детально, где я. Вы все, смотрите, как видите, да, забрали домой в основном вещи, все свои личные вещи, так как уже мы последние 5 месяцев работаем удаленно. Кстати, здесь сидит мой директор нашего департамента. Обычный стол, нету отдельной комнаты или отдельного кабинета. Сидит здесь и радуется, и работает. А здесь сидел мой менеджер. Вот, мы все сидим вот так, вот тут. Поэтому атмосфера работы очень классная. Надо просто делать свою работу, можно ходить, гулять. У нас на 23-м этаже есть спортзал. К сожалению, я не могу вам это показать, потому что там закрыто. У нас еще есть на 23-м этаже есть rooftop, крыша, где есть диванчики, все такое остальное, да, где можно расслабиться, попить кофе, посидеть, поработать. Но там тоже, к сожалению, сейчас закрыто. Душ был там, тоже закрыто. Кстати, вот наше лого компании Relativity. На 6-й не зайдем. 6-й почти такой же, как и 7-й. 8-й мы уже посмотрели. Можно посмотреть 10-й. Кстати, я вам еще покажу комнату для мамочек. Это наш 5-й этаж. Большая кухня. Мы здесь все обедаем. Кофемашины, холодильник для воды. Вот так вот выглядит 5-й этаж. Наш Relativity Sign. Кстати, давайте я вам покажу нашу зен-комнату, где можно отдыхать, где можно поспать в рабочее время, если человек устал. Особенно во время моей беременности я сюда заходила часто. Вот Джай намаз. Здесь можно почитать намаз, потому что здесь очень тихо, чисто. Можно позаниматься йогой. Вот еще. Здесь можно поспать, как вы видите, да? Тоже такое место. Матрасик. Можно полежать. Здесь тоже. И здесь тоже. И здесь тоже, да. Вот. Эта комната называется Zen. Zen Room. Здесь можно отдыхать. Так вот выглядит наш 5-й этаж. 5-й этаж у нас немножко посовременнее. Переговорная. Один из самых больших. Здесь вот митинг-румы можно найти разных размеров. Допустим, вот диван, как вы видите, да, на 8 человек. Если команда большая, можно забрать большую комнату. А если команда маленькая, есть и маленький, на 6, на 4 человека. Вот. Уборная. Не буду показывать уборную. Там чисто, опрятно. Кухня. Опять маленькая. Холодильник для напитков, но, как вы видите, нету. Аптечка. Фильтр для воды. И вот так вот выглядит наш 5-й этаж. Просто, современно, уютно, чисто. Самое главное, комфортно.
здесь комфортно работать. Никто на тебя внимания не обращает. Никто не будет тебя отделять от работы. Вот так вот. Такие вот диванчики. Мои дети здесь мультик смотрели. Да, я их привозила на работу. Опять маленькая кухня с холодильником. Кофемашина. Короче, все, что необходимо для комфортной работы. Есть еще такие комнаты, допустим. У нас есть разные виды ксерокопий. От больших до маленьких. Бумаги необходимые. И вешалка. Это уже красный угол. Уборная. Цветочки были здесь раньше. Вот. Кстати, вот это не просто экраны, это Surface Hub Microsoft Touchable. Получается, это большой компьютер, такой огромный. Все здесь. Микрофон, камера, ручку. Можно пользоваться, можно открыть whiteboard и нарисовать, показать. И потом на email отправить. Да, это очень удобно. Не нужно никаких веб-камер или еще чего-то. Большой экран с Windows, можно так сказать. Большой компьютер. У нас везде стоят такие разных размеров. Тоже какая-то команда здесь работает. Кстати, у меня есть одно видео, где я показывала, как использовать этот Surface Hub. Это один из самых больших, вот видите. Такой вот размер. Большой компьютер. Не просто экран, да. Один из самых больших переговорных. Там тоже так же. Команды, уголки с диваном, экраны. Это еще одна кухня, тоже экран. Ну, примерно вот так вот выглядит IT-компания. Это интервью комнаты, вот интервью room 1. Кстати, один из этих комнат я тоже сделала интервью либо здесь, либо здесь. Мне кажется, мой интервью проходил тут, в первой комнате. Я это помню, хорошо помню. Это наш 8-й этаж. Здесь в основном сидят HR, Sales, синий уголок. Здесь стендапы проходят. Видите? Да, вот смотрите. Открытые позиции на engineering. У нас требуется, вот смотрите, сколько инженеров. И это только одна часть. Если так посмотреть, engineering positions до сих пор. Вот даже у нас в Поланде требует. Вот еще sales. Видите, столько открытых вакансий, несмотря на пандемию. Вот. Новый роль. Вот. Customer success. Менеджеры нужны, operations analyst нужен, relativity trainer нужен. Короче, вот вы видели. Несмотря на пандемию, нам до сих пор нужны инженеры, программисты, sales, маркетинг, короче. Business as usual, как говорится. Вот мы сейчас пойдем на 7-й этаж. Я вам покажу, где я сижу. Где сидит Айдана Умурбаева, да? Я вам сказала, да, что этот этаж в основном сидят здесь HR, sales. Вот так вот выглядит. Идемте. Я вам сейчас покажу свой стол. Та-да-да-да. Я работаю
В этом этаже это этаж инженеров, айтишников. Вот здесь сидят BSA Team, Business Analyst. Здесь еще какой-то тим, не знаю. Здесь очень много тимов, сквадов. Это здесь сидят Operations, Desktop Support, IT-суппорт, можно так сказать. Там менеджер сидит на углу. Вот. IT Work Up Desk. Здесь тоже айтишники сидят. Кстати, смотрите, мы летом выиграли вот это Relativity Gifts. Мы собрали из нашего департамента $30 тысяч на пожертвование. Из-за этого мы выиграли кубок. Это наш департамент выиграл, IT-департамент. Вот. Mother's Room. Комната для мамочек. Наш сквад. Здесь сидит наша команда. Мой родной этаж. Здесь сижу я. Сейчас покажу. Да-да-да-дам. Айдана Умурбаева сидит здесь. Письмо я сюда поставлю. Вот, это мой деск. Здесь сижу я. Когда работала из офиса, это моя дочь, муж. Мои книжки. Вот. В основном сейчас мои книжки дома. Вот такие вот побрякушки, куда я ходила. Это Relativity фестиваль. Это тоже какой-то фестиваль. Это какой-то саммит. Мне таких дома очень много. Надо сюда кассу принести, поставить. Вот мои 3 монитора. Почему 3 монитора, да? Чтобы делать мультитаскинг. Вот. Сразу отвечу на ваши вопросы. Я это так перевернула. Мне так удобно. Здесь у меня в основном чат. Slack, email, короче, вот так. Это мой рабочий стол, где я пишу коды, где я работаю. На это я использую. Этот монитор это для дата-центра или для клауда. Так как этот монитор у меня подключен прямиком в дата-центр. Вот они, вот, допустим, они не подключены друг с другом. У этого экрана другой IP-адрес, а у этого другой IP-адрес. Поэтому здесь все секретные материалы, можно так сказать. Очень sensitive information. И сюда можно логиниться только с суперюзером. Да? У тебя должен быть какой-то доступ. Не обычный доступ, а уже другой доступ. У нас в компании есть 4 доступа. Один регулярный, потом у нас W аккаунт, Workstation аккаунт, S аккаунт, Server аккаунт и A аккаунт, Admin аккаунт. Вот. A аккаунт нужен сюда. Так вот, скромненько. Это мой стол. Здесь я работаю, здесь наш сквад. Работает наша команда. У всех одинаково. Никто не отличается. У каждого свои интересы. У каждого стола своя фишка. Вот даже вот ставят бесплатно. Там поставят очень много футболок, разных кружек. Ну, короче, свак. Разные сваки. Та-дам. Еще вот офисная принадлежность. Если ручка нужна, если ножницы, степлер, еще что-то там, envelope, конверты, короче, тетрадки, маркеры. Все можно брать здесь и пользоваться. Еще фильтр для воды. Кстати, здесь у нас каждое утро было свежие фрукты. Видите?
Ну, сейчас нету, конечно. Вот, еще фрукты нам дают. Каждый день по 10 видов разных фруктов. Опять митинг комнаты. Мини-гольф. Можно здесь поиграть в гольф. Клюшки. Это большая кухня. Мы идем к большой кухне. Здесь у нас цветочки росли. Тоже убрали. Теннис здесь играем. Машинки для игр разных. Люди здесь играют, но я никогда не играла. Я не знаю, как играть. Я не знаю, что это. Короче, что-то. Включили. Вот это мне нравится больше. Короче, это вендинг-машина. Если тебе что-то необходимо на работе, допустим, keyboard, Apple Magic Keyboard, здесь просто Windows, наушники, зарядник, переходники, короче, все для удобной работы. Ты просто подходишь и берешь отсюда, потому что не надо кому-то ходить, спрашивать, говорить, что тебе нужен какой-то маус, да, мышка нужна, или зарядник какой-то нужен. Можно спокойно прийти сюда и забрать. Это все бесплатно для нас. Вот, кстати, на днях у меня сломался наушник. Хочу себе наушники. Сейчас вам покажу, как. Вот так выглядит. Свайп делаем. Пишем номер 140. Все. Та-дам! Мои наушники готовы. Все. Здесь наша большая кухня играет. Люди играют здесь. Игры проводят happy hour. Вот. Микроволновка. Кофемашина. Кстати, здесь очень вкусная кофе. Очень нравится. Ice maker. Лед. Холодильник большой. Relativity наш сайн. Здесь было очень много народу. Представляете? Все они сейчас дома работают. Эх, пандемия. Какие у нас праздники были, какие обеды были. Вот. Опять митинг-рум. Голубой угол тоже. Называется Uptown. Вот. Один из митинг-комнат. Кстати, в этой комнате я проводила 2 свои вебинары. Потому что удобно. Есть веб-камера, есть микрофоны. Короче, я здесь проводила свои вебинары. Опять кухня. Вот так вот. Опять комната. Открываем дверь. Вот видите, без бейджа невозможно ходить по улице. Тоже здесь сидят инженеры, программисты, девопсы. Смотрите. Орешки шукают, шахматы играют, баскетбол играют, цветочки. Вот так вот выглядит эти компании. У всех по 2, по 3 монитора. Видите, 2 монитора, 3 монитора, 2 монитора, 3 монитора, короче. Вот так работают эти компании. Вот так вот выглядит IT-компания. Я не знаю, как выглядит IT-компания в Кыргызстане, потому что я никогда не была в кыргызских IT-компаниях, но американские IT-компании вот такие. Кстати, я вам сейчас дойду и покажу. Это тоже митинг-комнаты. Где свет? У каждой комнаты своя атмосфера, свое название. Здесь оформили вот так вот. Пойдемте дальше.
Все написано, сказано, куда идти. Вот финансисты тоже, оказывается, там сидят. Здесь у нас стояли йогурты, орешки, морешки, фрукты, кофе, машинки. Но так как видите, нету сейчас. Здесь drinks, напитки. Это все для нас. Мы не покупаем, если вам это интересно. Идем дальше. Это уже красный угол. Штучек собрали. Видите, наша компания расширяется, из-за этого нехватка мест. И люди уже углы занимают. Кстати, это Security Department, Security Squad, Cyber Security или Color 7 они себя называют. Они сидят здесь. Наши полицейские. Этот департамент называется вот Color 7. Вот, Security Department. Один из самых востребованных направлений. Книжки по Cyber Security. Security Engineering, Android Hackers Handbook. Короче, вот видите, очень много разных книг, связанные с security, с интернетом. Вот. Это все для нас, кстати. Можно брать, читать. Опять здесь поставили. Здесь раньше стояли диванчики. Нас становится все больше и больше. Кухня. Опять. Кстати, вот есть на каждой кухне вот такая вот аптечка. Видите, здесь есть все для первой необходимости. Начиная от разных гелев, заканчивая умывашками для глаз. Видите, все есть от ожогов, от температуры, от головной боли, обезболивающий ибупрофен. Вот. Короче, такой вот вид аптечки. На каждой кухне есть такие вот аптечки. Вот в такой компании я работаю. Я рада, что я частичка этой компании, да. Когда вот люди на работе, когда ты работаешь с командой, когда ты что-то делаешь ради команды или ради компании, ты себя чувствуешь частью чего-то большого. И это очень приятное ощущение. Когда тебе о твоей работе говорят на департаменте или на каких-то митингах, собраниях, что Айдана сделала что-то такое, что кому-то что-то облегчило, или какой-то деплоймент написала, или вот так, у нас всегда поощряют. Это очень приятно. Если работать, то работать в таких условиях, я бы так сказала. Я думаю, если бы у нас сделали бы такую условию в Кыргызстане, все бы наши уехали бы работать там на родине. Поэтому Америка прям зовет, принимает, отбирает самых талантливых людей со всего мира. Потому что они дают такие вот условия, возможности. Эта компания не Google, не Facebook, то это один из IT-компаний в Америке. А вы представляете, как это работает в Google, в Амазоне, в Microsoft? В Microsoft, да, допустим. Вот такие вот условия. Поэтому, ребята, всегда мечтайте, всегда старайтесь
идти вперед, я бы так сказала. И мечты сбываются. Нужно трудиться, нужно двигаться. Очень классное выражение есть. Нужно бежать, да, в сторону своей мечты. Не получается бежать, нужно идти. Не получается идти, нужно ползти в сторону своей мечты. Один из самых важных комнат – это комната для мам. Та-дам! Вот где я провела свои последние 3 года. Так как я мама, здесь была фотография моего ребенка тоже, но я убрала уже. Микроволновка, чтобы чистить свои принадлежности, да, щеточки, мыло для бутылок, вода, разные принадлежности. Вот это все для нас. Вот все покупают, ставят. Вот молокосос. Один из самых важных вещей для кормящей мамы. Я бы так сказала. Один из самых лучших молокососов, которых я когда-либо использовала. Я знаю, это дорогой молокосос, но для компании это нормально, я думаю, чтобы покупать вот такой вот молокосос. Самый удобный. Здесь я цеживала свое молоко, когда кормила грудью. Оставляла тут в холодильнике и после работы забирала. И мыла всю эту посуду здесь. Вот такие вот условия для кормящих мамочек. Есть такие комнаты на каждом этаже. По 2, по 3 комнаты таких, чтобы очереди не было. И в каждой комнате есть молокосос, микроволновка, раковина и удобный диванчик, чтобы цеживать молоко. Это у нас тоже 10-й этаж. Здесь тоже сидят программисты. Такой угол салатовый, зеленый. Кухня. Уже я перестала комментировать. Десятый этаж. Здесь сидят тоже разные команды, разные люди из разных сфер. Вот такие вот самокаты у нас везде. В офисе можно передвигаться на таких самокатах. Видите? Это тоже нам компания купила, чтобы было весело. Такие вот самокаты. Вон там еще один самокат, еще один самокат. Видите? Вот такие вот условия. Можно кататься на самокатах. Можно читать книжку, можно спать. Главное, нужно делать свою работу. И все. Главное, нужно закончить свои проекты, нужно делать свою работу. И тебе никто ничего не скажет. Маленькая кухня. Переговорная. Такие вот комнаты тоже есть.
Видите, у каждой комнаты свой стиль. Whiteboard, iPad, screen. То, что необходимо для собраний. Красный угол. Это такой вот угол. И здесь опять же компьютеры. Там уже еще голубой угол есть. Тоже так же, только там диванчики голубые. Идем дальше. Можно спуститься отсюда. Я не знаю, когда мы вернемся в офис, но в офисе с людьми работать тоже классно. Другая атмосфера. Но с одной стороны, кстати, дома тоже работать хорошо. Тоже другая атмосфера. Я хотела вам еще показать спортзал наш. Хотела показать руфтоп, но, к сожалению, закрыто там. Надеюсь, скоро откроются, скоро все это закончится. И я вам сделаю другой тур по нашему спортзалу и по другим местам. Друзья, думаю, вам сегодня было интересно посмотреть, где я работаю, как я работаю. Вот. Если понравилось это видео, отправляйте своим друзьям. Обязательно подпишитесь на канал. Я буду снимать такие видео для вас. Еще напишите в комментариях, каких еще видео, на какие темы вы бы хотели посмотреть видео у меня на канале. Будет очень приятно, поделитесь. Всем до встречи!